Я думаю, что Кадыров скоро себя вообще салафитом объявит. Он уже усы сбрил. В общем, они к этому идут, к этому объединению, к союзу, я думаю. Что я хочу сказать, вот переведя вот на эту религиозную плоскость, да, и вот обязав чеченцам, внушив чеченцам а, все вот политические, государственные, геополитические вопросы обсуждать, рассматривать только вот через религиозную призму, они уничтожили и нашу государственность, наше сопротивление, прежде всего нашу, я имею в виду, национально-освободительную борьбу, вот, переведя в разряд религиозной борьбы, да, они ее уничтожили. Как? Она погасла, вот этот пассионарный дух, воинский дух, он погас со временем, угас, к сожалению. И каким образом? Когда они навязали вот эту религиозную гонку, и когда они через своих агентов начали вот эти вот споры поднимать в нашем обществе, джихад это или не джихад это, понимаете? Правильный джихад, неправильный джихад, условия соблюдены, условия не соблюдены. Когда у наших бойцов начала риторика меняться, когда они начали говорить, что они воюют за религию, за возвышение слова Аллаха и так далее и тому подобное, тут сидит, значит, на равнине молодежь, которая должна идти им на смену, да, а они что, им тут уже другие агенты русские промывают мозги и говорят, вот мы вам мечети строим, мы вам никто не запрещает читать, вы не должны воевать. И они действительно видят, эти в горах говорят, мы за религию воюем, эти нам говорят, пожалуйста, соблюдайте религию. Конечно, кто пойдет? Никто не пойдет воевать. Понимаете, вот таким образом они уничтожили наше сопротивление. Я это сам проходил, имеется в виду, но я никогда от этой мысли, от своего убеждения о том, что мы должны построить свое независимое государство, и о том, что мы ведем законную борьбу, я никогда от этой мысли не отступался. Но я помню, как они там, вот эти вот люди, ну, внушали сомнения различные, да, джихад, не джихад, я тоже задавался этим вопросом. А потом я просто, какое-то у меня озарение случилось, я просто пришел к выводу, что мне плевать, джихад это или не джихад, условия соблюдены, не соблюдены, Фаузан что сказал, Бен Салман что мне плевать. Для меня это национальная освободительная борьба. Понимаете, когда я к этому убеждению пришел, для меня все стало ясно, все стало как бы, ну, на свои места. Вот так вот. И что еще хочу сказать? Вот есть видео, да, 2000, по-моему, года, где Шамиль Басаев интервью говорит, и дает, и он говорит там, что а, в эту войну уже Запад не так реагирует, как в первую войну. И мы видим в этом причину, основную, главную причину, это то, что мы объявили Исламскую республику Ичкерия в прошлом году. В Конституции это записали. Я что хочу сказать? Ну, нормальные люди, нормальное общество, нормальный народ, он же начинает какой-то разбор полетов делать, да, анализировать свои ошибки, в чем мы промахнулись, что мы не так делали, да, и потом приходит к какому-то заключению, строит какой-то новый план. А нет, мы вместо этого что делаем? Мы опять и наступаем на те же грабли, вместо того, чтобы сказать, что вот этот курс, который мы избрали, хорошо, ладно, попробовать, но этот курс политический, да, исламский, религиозный, на создание исламского государства, он ведет в никуда. Он обрекает нас на изоляцию. Это утопическая идея. Понимаете, это идея, которая нам навязывается извне русскими агентами. Мы не должны это, мы должны вернуться к истокам, мы должны вот все то, что произошло, мы должны обнулить, вернуться к нашей конституции, принятой нашим народом в 92 году, и начать заново. Но нет, нам вместо этого опять предлагают низамы, шмизамы, горские республики, что то же самое, что просто по другим соусам, тот же самый Имарат Кавказ, на самом деле. Меня просто это поражает. Я поэтому говорю, ладно, Шамиль Басаев, он был на войне. Вот, ну, Шамиль Басаев, я вот в детстве он мне казался дедушкой каким-то. Сейчас я понимаю, он был молодой парень, Масхадов и так далее. Они все были на войне. Они, им было не до этого разбираться в этом. Да, их обманули, они ошиблись, они заблуждались. Но сегодня, когда человек, на него не падают бомбы, ему не нужно думать там о каких-то маскировках, да, там постоянно укрываться от бомб, от врага и так далее. Он сидит дома, у него есть интернет, у него есть возможности читать, там, налить себе кофе и думать, анализировать, мыслить. А он опять, если он толкает, вот такие как Тузики, Абдурахманов, опять нас толкают, Мусы Ламаевы, Закаевы, нас опять толкают на те же грабли,
то поэтому мы говорим, это либо полезные идиоты, полезные тупые идиоты для нашего врага полезны, либо это агенты ФСБ, которые опять толкают наш народ на те же грабли. Но поэтому я не думаю, что они полезные идиоты. Вот их аудитория, возможно, поэтому я говорю, это гыбня. Понимаете? Вот об этом наша молодежь должна задумываться. Ну, как бы, я не знаю просто, я знаю точно, что рано или поздно к этому осознанию мы придем, как я уже говорил. Просто вопрос в том, придем мы через боль или кровь, которую вот эти твари нас толкают, либо нам повезет, нас пронесет, и мы сможем, какое-то озарение придет к людям, к молодежи, и вот эта пелена с глаз падет.